Кстати, у меня всегда был вопрос. Ага. Понятно, что в программу «Поле чудес» люди приходят, приносят с собой кучу подарков. Все говорят, так, это все в музей «Поле чудес», а куда уходит все это? Ляйсан, ну я тебе открою секрет, на самом деле по ту сторону кухни у нас очень много ценителей настоящей татарской кухни, поэтому все это съедается моментально, но нам с тобой тоже останется. Ну вот, раскрыли некоторые секреты татарской кухни, да, телевизионной. Здравствуйте, дорогие телезрители и сенмесис. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях моя коллега, очаровательная ведущая нашего любимого телеканала ТНВ Ляйсан Сабирова. Привет, Ляйсан! Салям, Руслан. Как дела? Эйбет, у Вот тебя как? Настроение хорошее, у него сразу видно летнее. Я принесла чайный сбор трав, которые Позвольте. росли низко-низко под горой Аксубаева. Сначала что-нибудь давай приготовим, а в конце попробуем вот этот завар, тоже заварим и все вместе накроем на стол. Ляйсан Сабирова, телеведущая, родилась 14 июля 1988 года в селе Новое Демкино Аксубаевского района Республики Татарстан. Закончила Казанский федеральный университет, факультет татарской журналистики. Во время обучения печатала свои материалы в газетах «Татарстан Яшляре» и «Атна». 3 года проработала на радио «Татарстан». В 2013 году пригласили на телевидение. Снимала репортажи, аналитические материалы для итоговых программ «Республика», «Столица» и «Адамнар». С 2016 года работает ведущей программы «Новости Татарстана» на канале ТНВ. Рассказывай, с каким рецептом пришла. Сегодня мы будем готовить праздничное блюдо, татарское национальное, всем известное, но всеми любимое, которое никогда не надоедает. Это губадья. Но мы будем делать их маленькими. И будет у нас десерт такой своеобразный, морс из калины. Ляйсан, все у нас готово, мы сейчас начнем с губадьи. Давай посмотрим, Да. что же за тесто ты приготовила. Открываем. Тесто дрожжевое, с вечера мы ее уже подготовили, она поднялась, все готово к применению, так скажем, только нам нужно будет отварить рис. Так, сейчас Что? я рис поставлю. Доверяю тебе. Хорошо. Так, сейчас я тебе предоставлю место для работы, пожалуйста. Спасибо большое. Еще мука. Да. Секундочку. Почему дрожжевое сегодня тесто? Есть же два варианта приготовления все-таки. Да. Не дрожжевое и дрожжевое. На настроение. Ага. На дрожжах губадья получается форма такая более интересная, мне кажется, все-таки. А пресное тесто, оно что ли повкуснее. Ну такое, ты человек телевидения, тебе что-нибудь красоту надо еще сделать. Помягче, вкус такой. Но самое главное, чтобы вкусно был. Ну, Ляйсан, продолжаем. Какие блюда еще готовишь и вообще готовишь или нет? Готовы. Что готовишь? Вот только телевизионная кухня отнимает много времени, поэтому на такую кухню остается меньше времени, но я стараюсь по выходным готовить и приглашать своих друзей, близких, собираться. Пробовать? Вот в прошлые выходные попробовала, наконец поэкспериментировала, приготовила треугольники с курицей и с тыквой. Очень вкусно, кстати. С курицей и с тыквой? Да. Слушай, такой оригинальный рецепт, а сегодня готовим губадью. Или все-таки эксперимент не удался, поэтому удался? Ну, все-таки это был эксперимент, но он мне понравился. Какие еще вот эксперименты кулинарные есть? Ну, я очень люблю выпечку. Я вообще считаю, тесто – это антистрессовый такой продукт, потому что вот приходишь с работы, возвращаешься, вроде усталая такая, берешься за тесто, начинаешь что-то там делать, месишь, раскатываешь, И так все забывается. расслабляешься, да? Да, реально. И голова проходит. Вот так вот, друзья, запишите, пригодится. Так, смотри, Руслан, рис я ты и так поставил. без дела. Я предлагаю тебе пока перебрать изюм. Очищаем изюм, значит, да? Да. Ляйсан, я приготовил для тебя сегодня 14 оригинальных вопросов. Один из них – все детство ты участвовала в конкурсах, пела, плясала, а тут хоп, и стала журналистом. Да, так Как ты так получилось. ушла с творчества? Люди же обычно, когда вот начинают, у нас вокалистки приходят, они пели и стали профессиональным певцом. А ты пела и стала журналистом. Вот так вот, наверное, где-то в классе 9 был такой переломный момент. Ага. Нужно уже было конкретно определяться со своей будущей профессией. В принципе, у меня был человек, на которого я старалась равняться. Это моя сестра, которая тоже журналистка. До этого я уже писала всякие стихотворения, рассказы, которые печатались в районной газете. А тут уже так основательно занялась всем этим. И вроде получилось. Получается, я надеюсь, я получила удовольствие, главное, от своей работы. Руслан, передай мне, пожалуйста, нож. Так, пожалуйста. Спасибо. Ну ты рассказывай сам процесс, кстати. Давайте делим тесто на две части. Да, пока на 2 части, потом еще на 2 части. И А потом так, еще? да. Ляйсан, ну вот ты похвастался своими
кулинарными способностями, а кто тебя учил все-таки? Мама, Мама? бабушка. Мама у нас очень любит готовить, особенно выпечку. Национальная кухня у нас дома очень Ну, приветствуется, так скажем. Что происходит сейчас? Еще делим на 2 части? Да, еще Ну, делим на части. У нас же будут маленькие губадишки. Руслан, как там у нас дела с рисом? Ну, здесь уже можно добавлять молоко, и каша готова. Рис в порядке. Давай все-таки. Но мы, наверное, до полуготовности, да? Да, до полуготовности, ближе к готовому уже, чтобы помягче было. Будем солить немножечко? Давай, солим Чуть-чуть. до разрыва. Мгм. Так, ну, давай к твоей профессии вернемся. 9 класс. Решил ты все-таки выбрать профессию журналиста. Конечно. Перестала петь, перестала писать. И Писать я поехала в Казань. продолжала. А, продолжала? А может, какое стихотворение, может, вспомнишь для нас? Из раннего. К сожалению, я боюсь ошибиться, потому что все стихотворения были посвящены родному краю, либо там в честь какого-нибудь конкурса или юбилея, там, Мгм. писателя, поэта. Но могу спеть. Слушай, ну это же в 2 раза лучше. Итак, для вас поет очаровательная Ляйсан Сабирова. Мен сені шундай сағындым, білесің мекені шуны. Ойны бұлытылар қопласа, табарсың мекені юлны. Сен де шулай сағына қалсаң, қарама жүллеріне. Мың болып келіп көрермін, наз толы жүрегіңе. Вот так вот. Браво! Так что я думаю, наступят времена, когда на каком-нибудь юбилейном концерте нашего любимого канала ТНВ выйдешь с песней, Руслан Шарафудинов на баяне, дуэтом сыграем. Ляйсан, большое спасибо еще раз за эту песню. А я тем временем промыл рис, он у нас готов, его отложим. Двигай, Осталось Как мне изюм, немножко да? еще, чуть-чуть. Сейчас я это Давай. все закончу. А я начинаю раскатывать тесто. И продолжаешь рассказывать о своей семье. Пела бабушка, рассказывала мама. К сожалению, я не слышала, это было очень редко, но она любила песню «Зенгер Кульмек». Кстати, мои воспоминания детские связаны непосредственно с бабушкой, потому что когда я родилась, бабушка вышла на пенсию. Я практически не ходила в детский сад. Воспитывала меня она. Так как это деревенский дом, была печка, печь, безда говорят, умешар. Бабушка всегда постоянно готовила гороховый суп. Гороховый суп, у нее была посудка такая, неглубокая очень. Она ставила в печку гороховый суп, такими дольками мяса клала. И горох не разваривался. Это очень тоже важный момент, так скажем. Горох не разваривался, и получался очень вкусный суп, который на всех хватал. Ну и самое главное, мы не забываем процесс приготовления нашей губадии. Да. Что сейчас происходит у нас? Сейчас я раскатываю тесто, так называемые формочки для... Основа. Основу для губадии. Потом нам надо будет тоже крышечки маленькие сделать. В принципе, займемся. Ну и закладывать начинки. Приступим к самому интересному. Так что, дорогие друзья, буквально через одно мгновение все самое интересное в приготовлении настоящей татарской губадии. Оставайтесь с нами. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня со мной готовит моя коллега, очаровательная Ляйсан Сабирова. Ляйсан, спасибо, что пришла. И готовим мы с ней настоящую татарскую губадию, вернее, вак-губадию. Такой минимальный вариант, такой очень удобный, кстати, когда кушаешь. Что мы делаем сейчас? У нас вот готовы формочки. Да, все, основа готова, крышечки мы раскатали. Начинка. Начинка нужна, но... Ну, вот яйца, кстати, да, я отварил. Да, отварил. Что Надо их дальше? сейчас через терочку. Давай, сейчас я это сам Давай. сделаю. Через мелкую, большую. Через мелкую. Потому что у нас уак, говорят, я. Вот эту. Да. Хорошо. А я пока займусь основой. Угу. Для этого, так, подай мне, пожалуйста, сахар. Сахар, пожалуйста. Так, посыпаем сахаром, значит, немножечко, вот так вот. Так, Потом дальше что идет? Тоненький слой риса. Ага. Возьмем сюда, чтобы было поудобнее. Потом яйца и изюм. Нет. Потом у нас будет курт идти немножечко. Кстати, я очень люблю, когда вот курта много. Он такой сладкий получается, вкусный. Да. Так что можешь не жалеть. Да. Ну, продолжаем мы наш разговор. Хочется вернуться вот к поступлению на журфак. Поступила я на журфак, татарское отделение. Специализация у меня была периодическая печать, газеты, журналы. Но потом
на журфаке у нас, у себя на кафедре провели кастинг. Такой отбор начался для подготовки телеведущих. Ну, у тебя была Я мечта вообще попасть на телевидение? Кстати, нет. Я так думаю, ну ладно, схожу. Схожу Пойду. для Да, галочки. Да, сходила, Мгм. взяли, походила месяц, по этой специализации позанималась, потом думаю, нет, ну, телевидение моё. не мое, не нравится мне, это как-то некомфортно. Потом забросила, вернулась к периодической печати, начала работать внештатным корреспондентом в газете «Татарстан Яшьлары». Там было приложение «Алтна» еще выходила, туда делала, готовила интервьюшки, писала мыльные всякие рассказы о любви. Махаббат турында. Махаббат турында. Мгм. У нас готово. Так, следующий слой у нас идет Да, как раз таки Яйца. яйца. Пожалуйста, давай. посыпаем. Так, первый губадью давай делаешь сама, второй попробую я повторить. Давай. Кстати, Руслан, Мгм. ответный вопрос. Слушаю. За эти годы у тебя набралось столько рецептов всяких вкусных, наверное. Мгм. Ты дома готовишь сам? Каждое воскресенье у меня такой есть домашний день один, кулинарный, когда я готовлю. И все мои близкие ждут. В воскресенье никто ничего не готовит. В субботу уже все не едят. Да, и обед обычно делаю я. То есть это может быть беляш, может быть суп. На прошлой неделе я готовил уху из судака. Но в следующее воскресенье я обязательно попробую приготовить вак-губади, обещаю. Надеюсь, у меня получится. Кстати, вот так ты хитро, да, как корреспондент уже на интервью перешла в мою сторону, да? Легче, кстати. Так легче, я понимаю. Что делаем мы дальше? Сейчас надо масло положить сверху. Сколько? Бразгана, но Давай, чтобы можно. пробуем масло. Губадью масло Да. не испортишь. Да, еще немного. Еще немножко. Бразгана. Ну и самый интересный процесс, как же это все собирается аккуратно, чтобы не просыпалось. Ляйсян, ну и наконец самый главный вопрос, как же ты попала на наш любимый телеканал ТНВ? Мне кажется, надо все-таки начать с предыстории. После университета я начала работать на радио КТРК. Проработала там 3 года. Там меня научили работать на 2 языках, на русском и татарском, потому что я все-таки получала образование на татарском языке, да, и в основном все мои материалы были на татарском языке. А тут так получилось. Потом мне предложили поработать на телевидении. Я работала на КЗН 2,5 года. То есть на радио, потом на телевидении, наконец-то? Да, начала осваивать телевизионную кухню. Но совсем недавно поступило предложение поработать, перейти на ТНВ. Я не смогла отказаться. Все-таки От такого предложения. Да. Ну Все и сегодня, говорят. можно сказать, у тебя сегодня дебют кулинарный на нашем канале ТНВ. Сейчас будут тебя знать не только как профессионала, журналиста, да, но и, дай бог, будет у тебя такое кулинарное прозвище, например. Мисс Габадия, канала ТНВ. Вот что у нас получилось, кстати, очень даже красиво. Надо уголки сделать. Уголочки еще. Да. Вот добавляем немного национального колорита. Делаем красивый узор. Руслана, у нас сковорода готова. Ну, я предлагаю использовать сегодня противень. Наш любимый универсальный. Надо смазать маслом тогда. Так, растительным маслом. Чуть-чуть, да? Сколько готовишь губадью обычно в духовке? По времени? Я обычно делаю, большую губадью. Она готовится минут 40. Очень быстро. Ну, в принципе, вся начинка, она у нас уже Уже готовая. готовая, да, там тесто только надо, чтобы приготовилось. Так, ну, первый пошел. Первый пошел. Только есть такой Что еще у нас? момент. Сейчас надо посыпку сделать. Сверху. Посыпку давай попробую я сам сделать. Давай. Так. Я тебе доверяю. Так, вот тебе мука. Мука. Самое главное, пропорции давай. Все на глаз. Все на глаз, отлично. Можно еще немного положить. Немножечко, да? Потому что, да. Так, Масло масло бразгана и сахар. и сахар. И все это перемешиваем и Да. на каждую губадью будем сыпать. Да. Сколько у нас? Ну, количество штук 10, как раз на всю компанию практически. Вот, кстати, у меня всегда был вопрос. Ага. Понятно, что в программу «Поле чудес» люди приходят, приносят с собой кучу подарков. Все говорят, так, это все в музей «Поле чудес», а куда уходит все это? Ляйсян, ну я тебе открою секрет, на самом деле по ту сторону кухни у нас очень много ценителей настоящей татарской кухни, поэтому все это съедается моментально, но нам с тобой тоже останется. Ну вот, раскрыли некоторые секреты татарской кухни, да, телевизионной. Ляйсян, ну а сейчас ты расскажи о секретах твоей телевизионной кухни. Что интересно у вас происходит за кадром, в кадре? Ну, за кадром тоже очень много людей, участвующих лиц. Это операторы, от которых многое зависит. Вся картинка, вся атмосфера
будущего репортажа, так скажем, монтажеры, которые потом собирают, продюсеры, которые диктуют, как делать, редакторы, которые проверяют тексты. Это довольно-таки такая фабрика новостная, так скажем. Очень много всяких случаев бывает например? на съемочной площадке. Но бывают неприятные моменты, например, когда были кассеты, например, снимешь одного человека, был у меня со мной такой случай. Сняла, значит, одного человека, потом с этой же кассеты поехала на другую съемку. И поверх еще раз сняла. Да, это было очень неприятно, пришлось долго извиняться, объяснять ситуацию. И вновь поехать к тому человеку, еще раз его переснять. Да, было такое. Я так понимаю, все, посыпка готова. Готово. Сейчас надо смазать нашу губадью и сверху посыпать. Растительным маслом, да? Да, растительным маслом. Очень аккуратно, чтобы не испортить форму. И по краям тоже. По краям тоже. Все должно быть четко, согласно рецептуре. И посыпаем все это. Слушай, но я не знаю, как получится по вкусу, но на вид очень красиво и прям вот, ну действительно. Тут только одно можно сказать, кулнан киля, действительно очень красиво. Руслан, может, ты сам тоже попробуешь? Сформировать одну? Да. Ну давай, под твоим чутким контролем. Вот Итак, сахар я песок, уже посыпала, сахар. да. Дальше? Сейчас рис. Рис. Немного, таким тоненьким слоем. Так, дальше. Дальше еще немного и потом опять с сахаром. Сахар, потом? Да. Потом кырт. Карт. Ну, точно научусь и в воскресенье обязательно попробую это сделать. Кстати, про секреты татарской кухни. Был такой случай. Позапрошлом году осенью приезжали арабы к нам в Казань снимать фильм о Татарстане. Они ездили в Лаишевский район тоже. Так, мы забыли сахар, кстати. Ну ладно, мы тебе прощаем. Никто этого не заметит. Приезжали, значит, и мне предложили принять участие, представить татарскую молодежь. Дома я принимала, значит, арабских гостей, готовила беляш национальный и поставили на стол варенье из малины. Оказалось, они вообще никогда не ели малиновое варенье. И как отреагировали? Налегли. Налегли? Но мы им отправили гостинцы свои татарстанские. После этого они еще долго писали о впечатлениях своих. С крышечкой, да? Да, с крышечкой, чтобы тебе было легче. Ну, внимание, финальный момент. Масло, кусочек масла. Закрываем крышечкой и начинаем собирать. Но, бисмилля рахман рахим, если не получится, не обижайся. Так, экранины. Тут самое главное не торопиться, да? Да, главное не торопиться, не волноваться. Итак, вот она, губадья в мужском варианте. Сейчас я попробую сделать узорчики. Надеюсь, у меня получится. Но я предлагаю одну губадью только оставить, в моем исполнении договорились. Ну, неплохо. Неплохо для первого раза. Наши вак губадьи готовы к отправке в духовочку примерно на 40 минут. Открывай. Бисмилля надо. Бисмилля рахман рахим. Вак губадия. Рис заранее отварили в подсоленной воде до полуготовности. Яйца сварили и натерли на мелкой терке. Дрожжевое тесто разделили на небольшие кусочки и раскатали их в лепешки, величиной с чайное блюдце. В середину каждой лепешки слоями выкладывали подготовленную начинку. Сначала рис, затем корт, снова рис, яйца и изюм. Каждый слой начинки присыпали сахаром. Сверху положили небольшой кусочек сливочного масла. Края теста приподняли, оставшиеся отверстия накрыли небольшой крышечкой и защипали в сборочку. Приготовленную таким образом вак губадью смазали растительным маслом, посыпали сладкой крошкой и отправили в духовку на 30-40 минут. Ну и пока наша губадья готовится, мы приступим к напитку из калины. Приступаем к нашему десерту. Калину мы перебрали, промыли. Сейчас нужно помять. Предлагаю сделать это тебе, Руслан. С удовольствием. Ответственная задача. Самое главное здесь не замораться, да? Ну и вкратце расскажи нашим зрителям о преимуществах этого морса. Ну, несмотря на то, что калина очень своеобразная ягода, имеет очень много витаминов для женского организма, например, для артериального давления. Кроме пайнатма, морса, компота, как мы называем, можно приготовить беляш, пироги делаются. Вот у меня бабушка тоже очень часто готовила такие пироги. В общем, калина обязательно должна присутствовать на любой кухне. Да, так и наши предки делали.
как здоровый продукт прежде всего. Я думаю, достаточно. Надо сейчас залить водой, добавить сахар и Так, вскипятить. Так, поставим ставим на огонь. плиту на Да, максимально, добавляем водички. Да. Кто как любит, конечно, кто любит погуще, наверное. Да, сахар надо положить Тут тоже все по вкусу. по вкусу. Насколько мы? Я думаю, 2 столовые ложки. Обязательно, Это как минимум. да. Сейчас мы доводим все это до кипения и вместе с губадьей через пару мгновений обязательно все попробуем. Балан кайнатмасы. Морс из калины. Калину перебрали, промыли холодной водой, положили в глубокую посуду и размяли. Затем залили водой, добавили сахарный песок, довели до кипения и дали настояться. Готовый морс процедили и подали к столу охлажденным. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Ляйсан, какой аромат от наших блюд. Вернее, блюдо у нас сегодня основное одно, это вак губадия. И самое главное, это балан кайнатмасы, который мы сейчас попробуем. Но мне очень лично нравится, я даже, кстати, пирог с калиной очень люблю, поэтому, друзья, Полезно. добавляйте сахар по вкусу и полезный напиток каждый день советуем. Летом особенно. Особенно летом, кстати, да, отлично утоляет жажду. Но нам надо утолить наш голод, поэтому берем губадию руками. Там любился. Там левелсон, да, приятного аппетита нам. Руслан, ну как тебе губадья по нашему рецепту, по семье Сабировых? Ну, рецепт, мне кажется, он стандартный, да, но вкус замечательный. Очень вкусный. Спасибо. Попробуйте, приготовьте губадью к любому празднику, и вы никогда не прогадаете. Спасибо, Предлагаю Леся. запить Да. аксубаевским чаем. Так, аксубаевский чай. Ляйсан, на этом наши кулинарные приключения заканчиваются. Я желаю тебе только самых позитивных, ярких эфиров и почаще готовить вот такие вкусные блюда. Молодец. Спасибо большое, Руслан. Да, и хочется пожелать нашим зрителям, чтобы они оставались на канале ТНВ, смотрели секреты татарской кухни и новости Татарстана, Татарстан Хабарлары. Ну вообще смотрите все программы на нашем любимом канале ТНВ, и вы не пожалеете. А мы увидимся уже на следующей неделе с новый гость, новый рецепт, как всегда, только для вас.